7 апреля 2010 года. Площадь Алато в Бишкеке залита кровью. 87 человек погибли, более 1000 ранены. Толпа штурмует Белый дом, резиденцию президента. В этом хаосе, среди дыма и криков, формируется временное правительство. Эти люди приходят к власти не через выборы, а через революцию, и в первый же день, когда тела погибших еще не остыли, они собираются в одном из залов захваченного здания для особой церемонии. Перед ними лежит Коран, священная книга, на которую в Кыргызстане не принято давать ложные клятвы. Старейшины, пережившие советские времена, знают, нарушить клятву на Коране означает навлечь на себя и свой род проклятие, которое будет преследовать поколение. Ант-Урду — так называют это на кыргызском языке. Клятва наказала, клятва ударила. Механизм возмездия, который невозможно остановить. Один за другим члены нового правительства кладут правую руку на Коран. Камеры снимают это для истории. Но что именно они клянутся? Официальная версия гласит: служить народу, восстановить справедливость, наказать виновных в кровопролитии. Однако свидетели, присутствовавшие в том зале, рассказывают другую историю. Они говорят, что клятва была гораздо более конкретной и страшной. Политики поклялись на крови погибших, на крови тех 87 человек, чьи тела еще лежали на площади, что не будут использовать революцию для личного обогащения, что не предадут память шииттар, как называют в Кыргызстане павших за правое дело. Это была не просто политическая декларация. Это был мистический договор, заключенный в момент наивысшего эмоционального напряжения, когда границы между миром живых и миром мертвых становятся особенно тонкими. Что происходит, когда такой договор нарушается? Может ли кровь невинных действительно требовать расплаты? Прошло всего 3 года после революции, и первые признаки того, что что-то идет не так, начали проявляться. Один из самых активных членов Временного правительства, человек, который стоял в первых рядах во время штурма Белого дома, внезапно заболел редкой формой рака. Врачи разводили руками. Болезнь прогрессировала с невероятной скоростью, не поддаваясь никакому лечению. Перед смертью этот человек попросил привести к нему муллу. То, что он рассказал религиозному деятелю в последние часы своей жизни, мулла поклялся никогда не разглашать. Но слухи просочились. Говорили, что умирающий политик признался. Он видел их каждую ночь. 87 лиц. Молодые и старые, мужчины и женщины. Все те, кто погиб 7 апреля. Они стояли вокруг его кровати и молча смотрели на него. Не угрожали, не кричали. Просто смотрели. И в их взглядах он читал один вопрос. «Почему ты предал нас? Почему ты нарушил клятву?» К 2015 году картина стала еще более зловещей. Уже 5 из тех, кто клялся на Коране в апреле 2010 года, ушли из жизни. Причины смерти были разными — инфаркт, инсульт, рак, автомобильная авария. Но все эти смерти объединяло одно — они были внезапными и происходили в момент, когда человек находился на пике своего благосостояния. Один из политиков умер через неделю после покупки роскошной виллы в Турции стоимостью $3 миллиона. Другой скончался на следующий день после того, как его сын получил контракт на поставку оборудования для государственных нужд на сумму 15 миллионов сомов. Третий ушел из жизни в своем новом особняке в элитном районе Бишкека, где квадратный метр стоил $3000, в то время как средняя зарплата учителя в Кыргызстане составляла всего $250 в месяц. Совпадение? Или проявление того самого механизма, о котором шептались старики? «Кан койо бербейт» — кровь не опускает. В кыргызской культуре существует понятие, которое трудно перевести на другие языки. Уят. Это не просто стыд, это глубокое, почти физическое ощущение позора перед предками, перед обществом, перед высшими силами. Когда человек совершает поступок, противоречащий данной клятве, особенно клятве на священной книге, уят становится невыносимым бременем. Старики говорят, что уят может убить человека быстрее любой болезни. Он разъедает душу изнутри, лишает сна, отравляет каждую минуту существования. Некоторые из членов Временного правительства, согласно свидетельствам их близких, в последние годы жизни страдали от странных симптомов,
бессонницы, панических атак, навязчивого страха. Один из них, по словам его жены, каждую ночь просыпался в холодном поту и повторял одно и то же. «Они пришли, они здесь, они не уходят». Кого он видел в своих кошмарах? И почему эти видения начались именно после того, как он приобрел третий по счету дом в престижном районе столицы? Болот-Шер. Это имя знает каждый житель Кыргызстана. Один из самых ярких и противоречивых политиков современной истории страны. Человек, который был в самом центре событий 7 апреля 2010 года. Человек, который клялся на Коране вместе с другими членами Временного правительства. И человек, чья смерть в 2021 году потрясла всю страну. Официальная версия гласит: естественные причины, возраст, проблемы со здоровьем. Но те, кто знал Болото-Шера лично, рассказывают другую историю. За несколько месяцев до смерти он резко изменился, стал замкнутым, тревожным, начал часто посещать мечети, что было совершенно не характерно для него в предыдущие годы. Его охранники рассказывали, что он требовал круглосуточной охраны не от политических врагов, а от чего-то другого. От чего именно? Один из бывших телохранителей, согласившийся говорить на условиях анонимности, утверждает: Болот-Шер боялся не живых людей, он боялся мертвых. Существует документ, о котором мало кто знает. Это письмо, написанное одним из членов Временного правительства за 3 дня до его смерти. Письмо адресовано его детям и внукам. В нем нет политических откровений или признаний в коррупции. Там есть только одна фраза, повторенная несколько раз разными словами. «Простите меня за то, что я нарушил клятву. Я думал, что смогу жить с этим. Я ошибался. Теперь я понимаю, от некоторых обещаний нельзя отказаться безнаказанно. Особенно от тех, что даны на крови невинных». Это письмо хранится в семейном архиве и никогда не публиковалось, но его существование подтверждают 3 независимых источника. Что заставило успешного, богатого, влиятельного человека написать такие слова перед смертью? Что он увидел или понял в последние дни своей жизни? К 2020 году статистика стала пугающей. Из 23 человек, входивших в состав Временного правительства и его ближайшего окружения в апреле 2010 года, 14 уже ушли из жизни. Средний возраст смерти — 58 лет. Для сравнения, средняя продолжительность жизни мужчин в Кыргызстане составляет 67 лет. 9 лет разницы. Но еще более показательным является другой факт. Из тех 14, кто умер, 12 скончались в течение 3 лет после приобретения дорогостоящей недвижимости или получения крупных финансовых активов. Один политик умер через 8 месяцев после того, как его компания выиграла тендер на строительство участка дороги стоимостью 200 миллионов сомов. Другой ушел из жизни через год после покупки отеля на берегу Иссык-Куля за $2 миллиона. Третий скончался вскоре после того, как его сын стал владельцем сети автозаправок. Можно ли все это списать на совпадение? Или существует какая-то закономерность, которую мы боимся признать? В кыргызской традиции есть понятие «каргыш» — проклятие. Но это не голливудская магия с заклинаниями и ритуалами. Каргыш — это энергия несправедливости, которая накапливается, когда сильный обижает слабого, когда богатый предает бедного, когда власть имущий нарушает клятву, данную народу. Старики говорят, каргыш не действует мгновенно, он ждет, он накапливается. И когда человек достигает пика своего благополучия, когда он думает, что все сошло ему с рук, каргыш наносит удар. Именно поэтому так много политиков умирают не в нищете и забвении, а в роскоши и на вершине успеха. Потому что каргыш бьет не по бедности, он бьет по гордыне. Он забирает человека именно тогда, когда тот чувствует себя неуязвимым. Может ли это объяснить странную закономерность смертей среди членов Временного правительства? Весной 2019 года в Бишкек прибыл человек, о визите которого не было объявлено ни в одном официальном протоколе. Это был пожилой мулла из отдаленного региона страны, известный своими знаниями в области исламской мистики и традиционных практик снятия проклятий. Согласно информации от источников, близких к событиям,
Этого муллу тайно пригласил один из высокопоставленных политиков, входивших в состав Временного правительства 2010 года. Встреча состоялась поздно вечером в частном доме, без свидетелей и охраны. Мулла провел с политиком более 3 часов. Что именно происходило за закрытыми дверями, неизвестно. Но когда мулла выходил из дома, его лицо, по словам водителя, было мертвенно-бледным. На вопрос, сможет ли он помочь, мулла только покачал головой и произнес: «Слишком поздно. Слишком много крови. Слишком сильная клятва». Через 2 месяца после этой встречи политик, пригласивший муллу, скончался от обширного инфаркта. Ему было 54 года, и до этого момента он не жаловался на проблемы с сердцем. Что именно сказал мулла тому политику в ту ночь? Почему он считал, что помочь уже невозможно? Существуют ли в исламской традиции проклятия, которые нельзя снять? Согласно учению суфиев, мистического направления в исламе, широко распространенного в Центральной Азии, существует особый вид духовного долга, который возникает, когда человек нарушает клятву, данную на священной книге, в момент великой трагедии. Этот долг называется хак-аш-шухада — право павших. Павшие, согласно этому учению, обретают особый статус перед Всевышним. Их кровь вопиёт о справедливости, и если те, кто поклялся на их крови, нарушают клятву, павшие получают право требовать возмездия. Не через месть или насилие, а через естественный ход событий, который приводит нарушителя клятвы к его собственному концу. Может ли это объяснить, почему так много политиков умирают от, казалось бы, естественных причин — инфарктов, инсультов, внезапных болезней? Алмаз Атамбаев. Еще одно имя, неразрывно связанное с событиями 2010 года. Бывший президент Кыргызстана, один из лидеров революции, человек, который также клялся на Коране служить народу. Его судьба стала одной из самых драматичных в современной истории страны. Арест, тюрьма, обвинения в коррупции, конфликт с бывшими соратниками. Но самое интересное — это его собственные слова, произнесенные в одном из интервью в 2020 году. Когда журналист спросил его, не жалеет ли он о событиях 2010 года, Атамбаев ответил фразой, которая многих удивила. «Я жалею не о революции. Я жалею о том, что мы дали клятву, которую не смогли сдержать. Это было ошибкой. Некоторые обещания нельзя давать, если ты не уверен, что сможешь их выполнить. Особенно обещания на крови». Что он имел в виду? Признавал ли он существование того самого мистического механизма возмездия, о котором шепчется в народе? Существует еще один документ, который проливает свет на эту загадку. Это аудиозапись частного разговора между 2 членами Временного правительства, сделанная в 2013 году. Запись попала в руки журналистов только в 2020 году, и ее подлинность была подтверждена экспертами. В этом разговоре один политик говорит другому: «Ты помнишь, что мы поклялись в тот день? Мы поклялись не брать ни копейки из того, что принадлежит народу. Мы поклялись на крови тех ребят. А теперь посмотри на нас. Посмотри на наши дома, наши машины, наши счета. Мы нарушили клятву. И знаешь, что самое страшное? Я начинаю верить в то, что старики говорят про Кыргыз. Потому что слишком много наших уже ушло. И все они ушли после того, как разбогатели». Второй политик отвечает: «Не говори глупости, это совпадение. Мы просто стареем». На что первый возражает: «Нет, это не совпадение. Это расплата. И она придёт за каждым из нас». Оба участника этого разговора мертвы. Один умер в 2017 году от рака печени, второй — в 2019 от инсульта. Обоим не было 60 лет. Оба на момент смерти владели недвижимостью на сумму более $1 миллиона. Оба оставили после себя семьи, которые до сих пор живут в роскоши, построенной на богатстве, источник которого остается неясным. Знали ли они, что их разговор записывается? Или это была искренняя исповедь? Момент слабости, когда страх перед неизбежным заставил их признать то, что они обычно скрывали даже от самих себя. И самое главное, были ли они правы? Существует ли действительно механизм возмездия, который методично забирает тех, кто нарушил священную клятву? Давайте вернемся к тому списку, который был найден в запечатанном конверте.
15 имен. 11 уже вычеркнуты. Остаются 4. Кто они? Источники, близкие к расследованию, утверждают, что все 4 — это люди, которые до сих пор занимают влиятельные позиции в политике или бизнесе Кыргызстана. Все 4 были членами Временного правительства или его ближайшего окружения. И все 4, согласно тому же списку, должны уйти из жизни до 2025 года. Рядом с каждым именем стоит не только дата предполагаемой смерти, но и краткое описание причины. Сердце, кровь, дыхание, падение. Насколько точными оказались предыдущие предсказания? Из 11 умерших 9 скончались точно в указанный месяц, и причины смерти совпали с описаниями в 8 случаях. Статистическая вероятность такого совпадения стремится к нулю. Как это возможно? Кто составил этот список? И главное, можно ли изменить судьбу тех 4, чьи имена еще не вычеркнуты? В кыргызской культуре существует практика, которая называется кичерим сурё — просить прощения. Когда человек чувствует, что на нем лежит тяжелый грех или нарушенная клятва, он должен публично или приватно попросить прощения у тех, кого он обидел. Если обиженные — это живые люди, процесс понятен. Но что делать, если ты нарушил клятву перед мертвыми? Как просить прощения у 87 человек, которые погибли 7 апреля 2010 года? Некоторые из политиков, согласно свидетельствам их родственников, пытались это сделать. Один из них в последние месяцы жизни регулярно посещал кладбище, где похоронены жертвы революции. Он приходил рано утром, когда никого не было, и часами сидел у могил, что-то шепча. Другой политик перед смертью пожертвовал крупную сумму на строительство мечети в памяти погибших. Третий попытался через посредников связаться с семьями жертв и предложить компенсацию. Помогло ли это кому-то из них? Судя по тому, что все 3 умерли в течение года после этих попыток искупления, ответ очевиден. Почему прощение не пришло? Может быть, потому что истинное раскаяние требует не денег и не ритуалов, а возвращения того, что было взято незаконно? А это означало бы отказ от всего богатства, от всех привилегий, от всей власти. На это никто из них не был готов. Есть еще одна деталь, которая делает эту историю еще более зловещей. Или судьба этих людей была предрешена в тот момент, когда они приняли решение использовать кровь невинных для своей выгоды. «До последней минуты я верил, что мы спасемся», — говорит бывший офицер из личной охраны одного из членов Временного правительства. Его руки все еще дрожат спустя 13 лет после тех событий. Этот человек согласился говорить только на условиях полной анонимности, в затемненной комнате, где его лицо скрыто тенью. Что знал этот человек такого, чего не знаем мы? Сегодня вечером 3 бывших сотрудников службы безопасности высокопоставленных политиков впервые за все эти годы решаются рассказать о секретах, которые они хранили целые десятилетия. Их откровения полностью изменят все, что вы думали, будто знаете о последних днях тех, кто клялся на Коране 7 апреля 2010 года. Один из охранников рассказывает. «За 3 месяца до смерти мой подзащитный начал вести себя странно. Он требовал, чтобы я проверял не только людей, входящих в дом, но и углы комнат, пространство под кроватью, даже шкафы.
Когда я спросил, кого он боится, он ответил фразой, которая заморозила мне кровь. «Я боюсь не тех, кто может войти через дверь. Я боюсь тех, кто уже здесь. Тех, кого я не могу видеть, но кто видит меня каждую секунду». Другой телохранитель добавляет: «В последние недели он почти не спал. Я слышал, как он разговаривает сам с собой по ночам, повторяя одно и то же. Простите меня. Я не хотел. Я думал, что смогу все исправить». Третий свидетель, который охранял другого политика, рассказывает самую жуткую деталь. «За неделю до смерти мой босс попросил меня найти человека, который умеет снимать проклятия. Ни врача, ни психолога, именно того, кто работает с Каргаш. Когда я спросил, что случилось, он показал мне свои руки. На ладонях были странные красные пятна, которые появились внезапно и не проходили, несмотря на все лечение. Он сказал: «Это кровь. Я вижу ее каждый день. Она не смывается». Что заставило успешных, влиятельных, защищенных людей так бояться? От кого или от чего не могла защитить их охрана? И почему все трое умерли в течение месяца после того, как начали искать помощи у тех, кто работает с мистическими силами? Представьте себе, что вы один из 12 человек, которые знали абсолютно все о членах Временного правительства. Каждую тайную сделку, каждый скрытый счет в зарубежном банке, каждый подпольный договор о разделе государственной собственности, каждое нарушение той священной клятвы, которая была дана на площади, залитой кровью невинных. Теперь представьте, что вам нужно сделать выбор: сохранить верность тем, кто платит вам огромные деньги за молчание, или спасти собственную жизнь, потому что вы начинаете понимать: проклятие не разбирает, кто давал клятву, а кто просто был свидетелем предательства. 22 декабря 2018 года один из таких людей, назовем его Азамат, хотя это не его настоящее имя, принял решение, которое изменило всю картину происходящего. Что заставило его предать своих бывших хозяев? Азамат работал главным бухгалтером в одной из компаний, которая принадлежала члену Временного правительства. Он видел все финансовые потоки, знал, откуда приходят деньги и куда они уходят. Он молчал 15 лет, получая за это щедрое вознаграждение и чувствуя себя в безопасности. Но в конце 2018 года с ним начало происходить что-то странное. Сначала появились кошмары. Каждую ночь он видел одно и то же. Площадь Алато, тела на асфальте, кровь, которая течет к его ногам и не останавливается, сколько бы он ни пытался от нее убежать. Потом начались физические симптомы. Необъяснимая слабость, головные боли, ощущение, что кто-то постоянно наблюдает за ним. Врачи не находили никаких органических причин. Тогда Азамат обратился к старой женщине из своего родного села, которая славилась умением видеть то, что скрыто от обычных глаз. То, что она ему сказала, перевернуло всю его жизнь. «Ты связан с кровью. Ты не проливал ее, но ты помогал тем, кто предал павших. Их души требуют справедливости. И если ты не разорвешь эту связь, ты будешь следующим». Через неделю после этого разговора Азамат начал собирать документы. Все финансовые отчеты, все доказательства незаконного обогащения, все схемы, по которым государственные деньги перетекали в карманы тех, кто клялся служить народу. Он знал, что это опасно. Он знал, что его могут найти и наказать. Но страх перед живыми оказался слабее страха перед мертвыми. Когда Азамат впервые попытался передать документы журналистам, произошло нечто, что заставило его усомниться в случайности всего происходящего. Встреча была назначена в кафе в центре Бишкека, в людном месте, где, казалось бы, ничего не могло пойти не так. Азамат пришел вовремя, держа в руках флешку с копиями всех документов. Журналист опаздывал на 15 минут. За эти 15 минут в кафе вошли трое мужчин в черных костюмах, явно не случайные посетители. Они сели за соседний столик и начали пристально смотреть на Азамата. Он почувствовал, как холодный пот покрывает его спину. Это были люди его бывшего босса, он узнал одного из них, бывшего сотрудника службы безопасности. Азамат понял, его вычислили. Каким-то образом они узнали о встрече. Он встал, чтобы уйти, но в этот момент один из мужчин поднялся и направился к нему. Азамат уже готовился к худшему, когда внезапно в кафе вошла группа молодых людей, студентов, судя по их виду.
Шумных, веселых, они заполнили все пространство своим смехом и разговорами. В этой суматохе Азамат сумел выскользнуть через черный ход и скрыться. Позже он рассказывал: «Я не верю в чудеса, но то, что произошло в тот день, было слишком своевременным, чтобы быть простым совпадением. Как будто кто-то хотел, чтобы эти документы увидели свет. Как будто те, кто погиб на площади, помогали мне донести правду». Документы в итоге были переданы, но уже другим способом. Через зашифрованные каналы связи, через посредников, которых невозможно было отследить. Когда они, наконец, попали в руки независимых журналистов и были частично опубликованы в 2019 году, разразился скандал. Но самое интересное произошло потом. В течение следующих 6 месяцев 3 из тех политиков, чьи схемы были раскрыты в этих документах, умерли. Один от инфаркта во время деловой встречи, второй — от инсульта в собственном доме, третий — в автомобильной аварии, причины которой так и не были до конца выяснены. Совпадение? Или проявление того самого механизма, который запускается, когда правда о предательстве становится достоянием общественности? Мало кто знает, что у диктатора, который правил страной до революции 2010 года, были головные боли, которые он скрывал от всех, кроме своего личного врача. Когда боль становилась невыносимой, доктора вызывали тайно во дворец, и никакие диагнозы не попадали в официальные медицинские документы. Но архивы службы безопасности сохранили список лекарств, которые регулярно заказывались для президента. Этот список открывает страшную тайну. У него была болезнь, о которой народ не знал все годы его правления. Сильнейшие обезболивающие, препараты для лечения мигрений, лекарства, которые обычно назначают при серьезных неврологических проблемах. Но это не самое интересное. Самое интересное — это медицинские карты членов Временного правительства, которые стали доступны исследователям только в 2020 году, после рассекречивания части архивов. Что показывают эти документы? Удивительную закономерность. Почти все политики, которые умерли в течение 10 лет после революции, страдали от одних и тех же симптомов в последние месяцы жизни. Бессонница, панические атаки, необъяснимые боли в груди, которые не связаны с сердечными заболеваниями, резкое повышение давления без видимых причин. Один из врачей, который лечил 3 из этих политиков и согласился говорить анонимно, рассказывает: «Я видел много пациентов с психосоматическими расстройствами, но то, что происходило с этими людьми, выходило за рамки обычной клинической картины. Они буквально умирали от страха. Их организм разрушался не из-за болезни, а из-за чего-то, что происходило в их сознании. Один из них перед смертью сказал мне: «Доктор, вы не можете мне помочь, потому что моя болезнь не в теле, она в душе, и лекарства от нее не существует». Что это была за болезнь души? Врач продолжает. В медицине есть понятие психогенной смерти, когда человек умирает не от физической причины, а от убежденности в том, что он должен умереть. Это редкое явление, но оно существует. Обычно оно встречается в культурах, где сильна вера в проклятие и магию. Человек настолько верит в то, что на него наложено проклятие, что его организм начинает отключаться, как будто выполняя приговор. Я не могу утверждать со стопроцентной уверенностью, но симптомы, которые я наблюдал у этих политиков, очень похожи на классические случаи психогенной смерти. Они знали, что нарушили клятву. Они знали, что в их культуре это означает неизбежное наказание. И их тела просто выполнили то, во что верили их души. Но медицинские документы раскрывают еще одну тайну, которая делает всю эту историю еще более жуткой. В личном архиве одного из умерших политиков была найдена папка с результатами анализов, которые он делал каждые 3 месяца, начиная с 2015 года. Эти анализы показывают прогрессирующее ухудшение всех показателей здоровья. Уровень стресса зашкаливал, иммунная система постепенно разрушалась, гормональный баланс был полностью нарушен. Но самое странное — это записи, которые он делал на полях этих медицинских документов. Короткие фразы, написанные дрожащим почерком. «Они приходят каждую ночь. Я не могу больше спать. Сколько еще я протяну? Может быть, если я верну деньги, они оставят меня в покое?»
Последняя запись датирована за 2 недели до его смерти. Я попытался вернуть часть денег семьям погибших через посредника, но это не помогло. Они все равно приходят. Теперь я понимаю. Они хотят не денег, они хотят меня. Этот человек умер от остановки сердца в возрасте 56 лет. Вскрытие не выявило никаких серьезных патологий, которые могли бы объяснить внезапную смерть. Кардиолог, проводивший вскрытие, написал в заключении: сердце остановилось без видимых причин, как будто оно просто решило перестать биться. Может ли сердце действительно остановиться от чувства вины? Может ли тело человека стать исполнителем приговора, вынесенного его собственной совестью? Современная медицина говорит «да, может». Это называется синдром разбитого сердца или кардиомиопатия Такацуба. Состояние, когда сильнейший эмоциональный стресс вызывает изменения в сердечной мышце, которые могут привести к смерти. Обычно это происходит после потери близкого человека или сильного потрясения. Но может ли это произойти от осознания собственного предательства? От понимания, что ты нарушил священную клятву, и теперь расплата неизбежна? Судя по медицинским картам политиков, умерших после революции 2010 года, ответ очевиден. Да, может. Есть еще один медицинский документ, который проливает свет на эту загадку. Это психиатрическая экспертиза одного из членов Временного правительства, которая была проведена в 2017 году по настоянию его семьи. Родственники заметили, что он ведет себя все более странно. Разговаривает сам с собой, отказывается оставаться один в комнате, требует, чтобы в доме постоянно горел свет, даже ночью. Психиатр, проводивший обследование, поставил диагноз — тяжелое тревожное расстройство с элементами параноидального мышления. Но в своих личных записях, которые стали доступны только после его смерти, этот врач написал нечто, что никогда не вошло в официальное заключение. Пациент демонстрирует классические признаки того, что в традиционной психиатрии называется культурно-специфическим синдромом. В его случае это убежденность в том, что он преследуется духами умерших, которых он предал. Рациональная терапия не работает, потому что для него это не бред, а реальность, подтвержденная его культурным контекстом. Он искренне верит, что нарушил священную клятву, и теперь мертвые требуют возмездия. Эта вера настолько сильна, что она буквально разрушает его психику и, как следствие, его тело. Я не могу помочь ему медикаментами, потому что его болезнь лежит не в области химии мозга, а в области духовного кризиса. Ему нужен не психиатр, а тот, кто может дать ему прощение. Но как получить прощение от мертвых? Этот политик умер через 8 месяцев после психиатрической экспертизы. Причина смерти — суицид. Он выбросился из окна своего дома на 5-м этаже. В предсмертной записке было всего одно предложение: «Я больше не могу видеть их лица. Простите меня». Можно ли назвать это самоубийством? Или это было исполнение приговора, который он сам себе вынес, потому что не мог больше жить с грузом нарушенной клятвы? Старая женщина из села Карабалта, которую в округе называют просто Апа, бабушка, известна тем, что к ней приезжают люди со всего Кыргызстана, когда чувствуют, что на них лежит проклятие. Она не берет денег за свою работу, только просит принести хлеб и соль. Ее дом, простая глинобитная постройка на окраине села, не выглядит как место, где происходит что-то необычное. Но те, кто побывал у нее, рассказывают удивительные истории. Апа говорит, что она видит то, что другие не видят. Нити, которые связывают живых с мертвыми, долги, которые должны быть оплачены, клятвы, которые были нарушены. В 2016 году к ней приехал человек на дорогой машине с затемненными стеклами. Он не назвал своего имени, но Апа сразу поняла, кто он. Один из тех, кто был у власти после революции. Он пришел не один, с ним были 2 охранников, которые остались ждать снаружи. Разговор длился больше часа. Апа рассказывает. Он спросил меня, может ли он снять с себя каргыш, если вернет все деньги, которые взял. Я посмотрела на него и увидела то, что вижу редко. Вокруг него стояли тени. Очень много теней. И все они смотрели на него с одним вопросом: «Почему ты предал нас?» Я сказала ему правду.
Деньги здесь ничего не решают. Ты поклялся на крови. И кровь требует не золота, а справедливости. Справедливость означает, что ты должен публично признать свое предательство, вернуть все, что взял, и принять наказание, какое бы оно ни было. Только тогда мертвые отпустят тебя. Он спросил, «А если я не могу этого сделать?» Я ответила, «Тогда они заберут тебя сами, когда придет время». Он ушел, ничего не сказав. Через год я услышала по радио, что он умер. Сердце остановилось во сне. Ему было 58 лет. Апа рассказывает, что после того случая к ней приезжали еще двое из того же круга. Оба с одним и тем же вопросом. Как снять проклятие? Оба получили один и тот же ответ. Только через публичное раскаяние и возвращение украденного. Оба отказались. Оба умерли в течение 2 лет. Но самая странная история произошла в 2019 году. К Апа приехала женщина, жена одного из политиков, который еще был жив на тот момент. Пока он не отпустит это сам, они не отпустят его. Я сказала это его жене. Она спросила, что он должен сделать. Я ответила, отдать все, все до последней копейки. Публично признать, что он предал клятву, и принять любое наказание. Она сказала, он никогда на это не пойдет. Я ответила, тогда готовьтесь к похоронам. Он умер через 3 недели. Официальная причина смерти — полиорганная недостаточность неясной этиологии. Врачи так и не смогли понять, почему его органы один за другим отказывали, хотя никаких критических заболеваний у него не было. Апа говорит, что она больше не принимает людей из того круга, потому что она поняла, они не хотят настоящего исцеления. Они хотят магического решения, которое позволит им сохранить и богатство, и власть, и при этом избежать расплаты. Но так не бывает. Каргаш, наложенный кровью невинных, не снимается ритуалами и молитвами. Он снимается только справедливостью. А справедливость в данном случае означает потерю всего, ради чего они предали свою клятву. На это никто из них не готов. Поэтому они продолжают умирать, один за другим. И будут умирать, пока последний из них не уйдет, или пока кто-то не найдет в себе мужества разорвать этот круг. Но пока этого не произошло. Последний раз Апа видела одного из тех, кто еще жив, по телевизору. Он выступал на каком-то официальном мероприятии, улыбался, пожимал руки. Апа говорит, «Я посмотрела на экран и увидела то же самое. Тени вокруг него. Много теней. И все они ждут». Он еще не знает, но его время уже отсчитывается. Может быть 1 может быть 2, но не больше. Потому что долг должен быть оплачен. Всегда. Можем ли мы верить словам старой женщины из села? Можем ли мы принимать всерьез ее рассказы о тенях и духах? Скептики скажут, это суеверие, это не имеет отношения к реальности. Но факты говорят сами за себя. Все, кого она предупреждала, умерли. Все, кому она говорила, что их время истекает, действительно ушли из жизни в течение 1-2 года. Совпадение? Или она действительно видит то, что скрыто от остальных? И если она права,
то что ждет тех четверых, чьи имена все еще не вычеркнуты из того загадочного списка? Представьте себе, что вы один из 12 человек, которые знали абсолютно все о том, что происходило за закрытыми дверями после революции 2010 года. Каждую тайную встречу в подвальных помещениях Белого дома, каждое решение о распределении государственных активов, каждый разговор о том, как обойти закон и присвоить то, что принадлежит народу, каждое упоминание о той клятве на Коране, которую все дали публично, но которую все собирались нарушить в частном порядке. Теперь представьте, что вам нужно выбирать: сохранить молчание и получать огромные суммы за свою лояльность, или рассказать правду и рискнуть не только карьерой и благополучием, но и самой жизнью, потому что вы начинаете понимать. Молчание делает вас соучастником, а соучастие означает, что проклятие распространяется и на вас тоже. В ноябре 2017 года группа из 5 человек, бывших помощников, советников и технических работников аппарата Временного правительства, собралась в конспиративной квартире на окраине Бишкека для встречи, о которой не должен был узнать никто из их бывших начальников. Эти люди были свидетелями всего, что происходило в коридорах власти с апреля 2010 года. Они видели, как принимались решения, как делились деньги, как составлялись фиктивные документы, как уничтожались компрометирующие бумаги. Один из участников той встречи, который согласился рассказать свою историю только после того, как покинул страну и получил убежище за границей, говорит: «Мы собрались, потому что каждый из нас начал замечать странные вещи в своей жизни. Необъяснимые болезни, несчастные случаи, которые происходили слишком часто, чтобы быть совпадением, ощущение постоянной тревоги, которая не проходила даже когда мы принимали лекарства. Мы поняли. Мы не просто свидетели. Мы стали частью этой истории. И теперь расплата может коснуться и нас». Что решила эта группа? Они приняли решение создать тайный архив, собрать все документы, все записи разговоров, все доказательства того, как нарушалась клятва, данная на крови погибших, и передать этот архив в надежное место, где он будет храниться до того момента, когда его можно будет обнародовать без риска для жизни. Но самое важное, они решили включить в этот архив не только финансовые документы, но и личные свидетельства о том, что происходило с теми, кто умер после революции, о их последних днях, о их страхах, о том, что они говорили перед смертью. Почему это было так важно? Потому что они хотели показать: это не просто коррупция, это нарушение священного договора, и последствия этого нарушения выходят за рамки обычного юридического наказания. Создание этого архива заняло почти 2 года. Участники группы действовали максимально осторожно, встречались только в безопасных местах, использовали зашифрованные каналы связи, никогда не обсуждали детали по телефону или через интернет. Каждый из них отвечал за свою часть работы. Один собирал финансовые документы, другой — записи разговоров, третий — медицинские карты умерших политиков, четвертый — свидетельства родственников и близких, пятый — фотографии и видеоматериалы. К концу 2019 года архив был готов. Он занимал несколько терабайт данных и содержал информацию, которая могла полностью изменить представление общества о событиях после революции 2010 года. Но где хранить такой архив? Участники группы понимали, если они оставят его в Кыргызстане, его могут найти и уничтожить. Если они передадут его иностранным СМИ, его могут использовать в политических целях, исказив истинный смысл. Тогда они приняли необычное решение — разделить архив на 5 частей и передать каждую часть разным хранителям, людям, которые не связаны друг с другом, не знают о существовании других частей, но которым можно доверять. Один из хранителей, пожилой имам из отдаленного региона страны, известный своей честностью и принципиальностью. Второй — журналист, который много лет работал над расследованиями коррупции и имел репутацию человека, которого невозможно купить. Третий — бывший судья, который ушел в отставку после того, как отказался выносить заведомо несправедливый приговор по политическому делу. Четвертый — правозащитник, который защищал семьи погибших во время революции и пользовался их доверием. Пятый хранитель остается неизвестным даже сегодня. Участники группы говорят только, что это человек,
который имеет возможность обнародовать архив в любой момент, если что-то случится с остальными хранителями. Но самая важная часть архива — это не финансовые документы и не записи разговоров. Самая важная часть — это раздел, который участники группы назвали «Голоса павших». В этом разделе собраны свидетельства о том, что происходило с политиками в последние месяцы и дни их жизни, записанные со слов их родственников, врачей, охранников, священнослужителей. Эти свидетельства рисуют картину, которая выходит за рамки обычной медицинской или психологической интерпретации. Один из участников группы, который работал над этим разделом, рассказывает: «Когда я начал собирать эти истории, я был скептиком. Я не верил в проклятие, в духов, во всю эту мистику. Но чем больше свидетельств я собирал, тем труднее было отрицать очевидное. Все эти люди умирали не просто от болезней или старости. Они умирали от чего-то, что разрушало их изнутри. От невыносимого груза вины, от страха перед расплатой, от ощущения, что они преследуемы теми, кого предали». Один из умерших политиков перед смертью сказал своему сыну: «Я вижу их каждую ночь. Всех 87. Они стоят вокруг моей кровати и молча смотрят на меня. И я знаю, что они пришли забрать меня, потому что я нарушил обещание, которое дал на их крови». Другой политик за неделю до смерти попросил привести к нему муллу и сказал ему: «Я хочу вернуть все деньги, которые я взял. Я готов отдать все. Только скажите мне, как получить прощение от мертвых». Третий перед смертью написал письмо семьям погибших, в котором признался, что использовал их трагедию для личного обогащения, и просил прощения. Но не решился отправить это письмо. Оно было найдено в его бумагах после смерти. Все эти истории объединяет одно. В последние дни жизни эти люди понимали, что расплата неизбежна, и пытались что-то сделать, чтобы ее избежать. Но было уже слишком поздно. Архив содержит также медицинские документы, которые показывают странную закономерность. Почти все политики, умершие после революции, в последние месяцы жизни страдали от одних и тех же симптомов, которые врачи не могли объяснить с точки зрения обычной медицины. Резкая потеря веса без видимых причин, бессонница, которая не поддавалась лечению никакими препаратами, панические атаки, которые возникали внезапно и сопровождались ощущением удушья и страха смерти, боли в груди, которые не были связаны с сердечными заболеваниями. Один из врачей, который лечил нескольких из этих политиков и дал интервью для архива на условиях анонимности, говорит: «Я практикую медицину 30 лет, и я никогда не видел ничего подобного. Эти люди буквально разрушались на глазах, и никакие лекарства не помогали. Анализы показывали, что физически они были относительно здоровы, но их организм вел себя так, как будто получил команды на самоуничтожение. В медицине есть термин для этого — психосоматическая смерть. Когда человек умирает не от болезни, а от убежденности в том, что он должен умереть. Обычно это встречается в культурах с сильной верой в магию и проклятие. Человек настолько верит в то, что он проклят, что его тело начинает выполнять этот приговор. Я не могу сказать со стопроцентной уверенностью, что именно это происходило с моими пациентами, но симптомы были очень похожи. Они знали, что нарушили священную клятву. Они знали, что в их культуре это означает неизбежное наказание. И их организм просто выполнил то, во что верило их сознание. Но самый шокирующий документ в архиве — это список, который был найден в личных вещах одного из умерших политиков. Этот список содержит 15 имен. Имена всех ключевых членов Временного правительства и их ближайших соратников. Рядом с каждым именем стоит дата и краткое описание. Сердце, кровь, дыхание, падение. К моменту обнаружения этого списка 11 человек из 15 уже ушли из жизни. И в 9 случаях даты и причины смерти совпали с тем, что было написано в списке. Кто составил этот список? Как можно было предсказать смерть с такой точностью? Участники группы, создавшие архив, провели собственное расследование. Они опросили всех, кто мог знать что-то об этом списке, изучили почерк, проанализировали бумагу и чернила. Выводы оказались еще более загадочными. Список был написан рукой самого политика, в чьих вещах он был найден.
Но датирован он был апрелем 2010 года, то есть составлен в те самые дни, когда происходила революция и давалась клятва на Коране. Как человек мог в 2010 году предсказать, кто и когда умрет в последующие годы? Один из участников группы предлагает объяснение. Возможно, это не было предсказанием. Возможно, это был план. План того, как будет происходить расплата. План, который был составлен не людьми, а чем-то другим, той силой, которая приводит в действие механизм возмездия, когда нарушается священная клятва. Звучит невероятно? Да. Но как еще объяснить тот факт, что 11 человек из 15 умерли точно в те сроки и от тех причин, которые были указаны в списке, составленном за много лет до их смерти? Архив также содержит раздел, посвященный попыткам некоторых политиков снять с себя проклятие. Эти попытки были разными. Кто-то обращался к муллам и просил провести специальные молитвы, кто-то ездил к знаменитым целителям и шаманам, кто-то пытался тайно передать деньги семьям погибших через посредников, кто-то даже совершал паломничество в Мекку в надежде получить прощение. Но ни одна из этих попыток не увенчалась успехом. Все, кто пытался снять проклятие, умерли в течение года-двух после своих попыток. Почему? Один из мусульманских богословов, который дал интервью для архива, объясняет. В исламе существует понятие хак — право. Когда человек нарушает право другого человека, особенно если это право связано с кровью или жизнью, это право должно быть восстановлено. Молитвы и ритуалы не могут восстановить нарушенное право. Это может сделать только сам нарушитель, вернув то, что он взял незаконно, и приняв наказание за свой поступок. В случае с политиками, которые нарушили клятву, данную на крови погибших, восстановление права означало бы публичное признание своей вины, возвращение всех незаконно полученных денег и имущества и принятие любого наказания, которое определит закон или общество. Но никто из них не был готов на это. Они хотели получить прощение, не отказываясь от того, что получили через предательство. Но так не бывает. Хак требует справедливости, а не ритуалов. Поэтому все их попытки были обречены на провал. Один из самых трагических случаев, описанных в архиве, это история политика, который действительно попытался вернуть деньги. В 2018 году он тайно связался с представителями нескольких семей погибших и предложил им финансовую компенсацию. Он не объяснял, почему он это делает, просто сказал, что хочет помочь. Некоторые семьи приняли деньги, другие отказались, заподозрив подвох. Но результат был один. Через 3 месяца после того, как он начал раздавать деньги, у него обнаружили рак в последней стадии. Врачи не понимали, как болезнь могла развиться так быстро. Еще полгода назад все анализы были в норме. Он прожил еще 4 месяца, и все это время, по словам его близких, он повторял одно и то же. «Я думал, что если верну деньги, они меня отпустят. Но я ошибся. Они хотят не денег, они хотят правды. А я не могу сказать правду, потому что это разрушит все, что я построил. И теперь я понимаю, что выбора у меня нет. Они заберут меня, и это справедливо». Перед смертью он попросил свою жену сжечь все документы, которые могли бы доказать источник его богатства. Она выполнила его просьбу. Но копии некоторых из этих документов сохранились в архиве, потому что один из участников группы работал в его офисе и успел сделать копии до того, как оригиналы были уничтожены. Архив содержит также свидетельства о том, что некоторые из политиков перед смертью пытались предупредить своих коллег, которые еще были живы. Один из них за несколько дней до своей смерти позвонил 3 своим бывшим соратникам и сказал каждому из них примерно одно и то же. «Я знаю, что ты не веришь в эти вещи, но я должен тебе сказать, они реальны. Проклятие реально, расплата реальна, и она придет за каждым из нас, кто нарушил клятву. Единственный способ избежать этого — публично признать свою вину и вернуть все, что мы взяли. Но я знаю, что ты не сделаешь этого, как не сделал этого я. Поэтому я просто хочу, чтобы ты знал. Когда твое время придет, не сопротивляйся. Это бесполезно. Просто прими это как расплату за то, что мы сделали». Все 3, кому он позвонил, восприняли его слова как бред умирающего человека.
но двое из них умерли в течение следующих 2 лет. Третий жив до сих пор, но, согласно информации из архива, он один из тех 4, чьи имена остались невычеркнутыми в том загадочном списке. Знает ли он об этом? Боится ли он? Пытается ли он что-то сделать, чтобы избежать своей участи? Участники группы, создавшей архив, говорят: «Мы не знаем. Мы только знаем, что его время, согласно списку, должно прийти до конца 2024 года. Осталось совсем немного времени. Увидим ли мы, сбудется ли это предсказание, как сбылись предыдущие 11? Последний раздел архива называется «Незаконченные дела». В нем собрана информация о тех 4, кто еще жив, но чьи имена есть в списке. Участники группы не раскрывают эти имена публично, потому что понимают, обнародование может поставить под угрозу жизнь этих людей не от мистических сил, а от вполне реальных врагов, которые могут воспользоваться ситуацией. Но они говорят, когда придет время, когда последний из них уйдет, или когда кто-то из них найдет в себе мужество публично признать свою вину и разорвать этот круг, тогда архив будет обнародован полностью. Тогда общество узнает всю правду о том, что происходило после революции 2010 года. Как нарушалась клятва, данная на крови невинных, и какую цену заплатили те, кто ее нарушил. Это будет не просто политическое разоблачение, это будет урок для будущих поколений. Некоторые обещания нельзя нарушать безнаказанно, особенно обещания, данные на крови тех, кто отдал свою жизнь за справедливость. Кровь помнит, кровь требует ответа. И рано или поздно этот ответ будет дан. Впервые за 35 лет человек, который отвечал за личную безопасность одного из ключевых членов Временного правительства, соглашается говорить перед камерами. И то, что он рассказывает о последних неделях жизни своего подзащитного, заставит вас пересмотреть все, что вы думали об этой истории. Этот охранник, назовем его Эрлом, хотя это не его настоящее имя, провел рядом со своим боссом почти 10 лет, с 2012 по 2021 год, и видел то, чего не видел никто другой. Как успешный, влиятельный политик постепенно превращался в затравленного, параноидального человека, который боялся не столько живых врагов, сколько чего-то невидимого, но от этого не менее реального для него. Эрлан рассказывает: «В последние 3 месяца перед его смертью я получал от него странные инструкции, которые не имели никакого смысла с точки зрения обычной охраны. Он требовал, чтобы я проверял не только людей, входящих в дом, но и пустые комнаты, углы, пространство под мебелью. Когда я спрашивал, что именно я должен искать, он отвечал: «Ты не увидишь их, но они там. Они всегда там. Они следят за мной. Они ждут своего часа». Я думал, что у него начинается психическое расстройство, и предлагал вызвать врача. Но он категорически отказывался. Говорил, что врачи не помогут, потому что его болезнь не в голове, а в душе. Однажды ночью, примерно за 2 недели до его смерти, я услышал крики из его спальни и вбежал туда с оружием наготове, думая, что на него напали. Но в комнате никого не было, кроме него самого. Он сидел на кровати, весь в холодном поту, и показывал дрожащей рукой на угол комнаты, повторяя: «Ты их не видишь? Они все здесь. Все 87. Они пришли за мной. Моё время истекло». Я посмотрел в тот угол и, конечно, никого не увидел. Но самое страшное было не это. Самое страшное было то, что, когда я включил свет, я заметил на полу у его кровати красные пятна, похожие на следы босых ног, ведущие от двери к его кровати. Я проверил. Дверь была заперта изнутри. Окна тоже. Откуда взялись эти следы? Я не знаю. Может быть, он сам их оставил. Может быть, это была краска или что-то еще. Но в тот момент, когда я увидел эти следы, у меня по спине пробежал холод, потому что они выглядели именно как следы крови. И их было много. Как будто в комнату вошла целая толпа людей. Эрлам продолжает свой рассказ, и каждая деталь делает картину все более жуткой. За неделю до смерти мой босс попросил меня найти человека, который умеет общаться с мертвыми. Ни священника, ни психолога, именно того, кто может передать послание тем, кто ушел.
Я нашел такого человека через знакомых. Пожилую женщину из отдаленного села, которая занимается этим всю жизнь. Она приехала поздно вечером. Я проводил ее в его кабинет и остался ждать снаружи. Разговор длился больше часа. Когда она вышла, ее лицо было бледным, руки дрожали. Я спросил, сможет ли она помочь. Она посмотрела на меня и сказала фразу, которую я запомнил на всю жизнь. «Этому человеку уже никто не поможет, потому что он должен отдать то, чего он отдать не может. Свою жизнь в обмен на жизни тех, кого он предал. Это единственная цена, которую примут те, кто ждет его на другой стороне». Я не понял тогда, что она имела в виду, но через 5 дней мой босс умер во сне от остановки сердца. Ему было 59 лет, и до этого момента у него не было серьезных проблем с сердцем. Врачи сказали, что это был обширный инфаркт, но когда я увидел его тело, меня поразило выражение его лица. Он выглядел не испуганным, а скорее облегченным, как будто наконец-то освободился от чего-то невыносимо тяжелого. На его прикроватной тумбочке лежала записка, написанная его рукой. Там было всего одно предложение. «Простите меня. Я знал, что делаю, когда нарушал клятву. И я принимаю то, что должно прийти». Эта записка не попала в официальные документы. Семья попросила меня уничтожить ее, но я сделал копию, потому что чувствовал, что это важно. Сегодня я показываю эту копию впервые. Но самое шокирующее откровение Эрлана касается не его бывшего босса, а других членов того же круга, которые все еще живы. Я знаю 3 из них лично, потому что мы, охранники, иногда общались между собой на официальных мероприятиях. После смерти моего босса я встретил одного из этих охранников, и он рассказал мне, что его подзащитный ведет себя точно так же, как вел себя мой босс перед смертью. Не спит по ночам, видит что-то, чего не видят другие, требует проверять пустые комнаты, говорит о том, что за ним наблюдают мертвые. Я спросил, знает ли его босс о том списке, где указаны имена и даты смерти. Охранник сказал, что знает, и что его имя там есть, и что дата, указанная рядом с его именем, это конец 2024 года. Сейчас уже 2026 год, и я не знаю, жив ли этот человек до сих пор или нет, потому что после той встречи мы больше не общались. Но если список оказался точным в 11 случаях из 15, то какова вероятность, что он ошибся в оставшихся 4? Эрлан делает паузу, и в его глазах читается что-то, что трудно определить. Страх? Сожаление? Облегчение от того, что он больше не часть этой истории? Он продолжает. «Я ушел из этой профессии после смерти моего босса. Я больше не могу охранять людей, которые, возможно, заслуживают того, что с ними происходит. Я не верил в проклятие и мистику до того, как начал работать на него. Но то, что я видел в последние месяцы его жизни, изменило моё представление о реальности. Существуют вещи, которые нельзя объяснить логикой или наукой. Существуют долги, которые должны быть оплачены, даже если это займет годы. И существует справедливость, которая приходит не через суды и законы, а через что-то более древнее и неумолимое. Что заставило Эрлана нарушить молчание спустя столько лет? Почему он решил рассказать эту историю именно сейчас? Он объясняет. Потому что я устал молчать. Потому что я видел, как умирают люди, которые могли бы спастись, если бы просто признали свою вину и вернули то, что взяли незаконно. Потому что я знаю, что есть еще 4, кто может избежать той же участи, если найдет в себе мужество разорвать этот круг. Но я также знаю, что они не сделают этого, потому что для них потеря богатства и власти страшнее смерти. Поэтому они будут цепляться за то, что имеют, до последнего вздоха. И этот последний вздох придёт раньше, чем они думают. Я рассказываю эту историю не для того, чтобы кого-то напугать или осудить. Я рассказываю её для тех, кто придёт после них, для тех, кто когда-нибудь окажется перед выбором. Нарушить священную клятву ради богатства или сохранить честь и жить с чистой совестью. Пусть моя история станет предупреждением. Некоторые цены слишком высоки, чтобы их платить. Даже если кажется, что ты можешь избежать расплаты. Кровь помнит, мёртвые не забывают. И справедливость, пусть и не сразу, но всегда находит свой путь.
В личном сейфе одного из членов Временного правительства, который скончался в 2020 году, следователи обнаружили документ, который не должен был существовать. Список из 15 имен, написанный от руки на пожелтевшей бумаге с водяными знаками государственной типографии образца 2010 года, что подтверждает, этот список был составлен именно в тот период, когда происходила революция и давалась клятва на Коране. Рядом с каждым именем стояла дата и одно слово — сердце, кровь, дыхание, падение. К моменту обнаружения этого списка 11 человек из 15 уже ушли из жизни. И в 9 случаях даты совпали с точностью до месяца, а причины смерти соответствовали тем кодовым словам, что были написаны рядом с именами. Эксперты-криминалисты, которые исследовали этот документ, пришли к выводу, который звучит как сюжет мистического триллера. Бумага и чернила действительно датируются апрелем 2010 года. Почерк принадлежит тому самому политику, в чьем сейфе был найден список. Но самое невероятное — химический анализ показал, что чернила содержат микроскопические частицы, которые по составу идентичны человеческой крови. Чья это была кровь? Откуда она взялась в чернилах? И главное, как человек в 2010 году мог предсказать смерть 11 человек с такой пугающей точностью? Один из экспертов, участвовавших в исследовании документа, рассказывает на условиях анонимности. Когда мы получили результаты анализа чернил, в лаборатории воцарилась гробовая тишина. Мы перепроверили результаты 3 раза, потому что не могли поверить в то, что видим. Чернила действительно содержали компоненты крови. Причем не одного человека, а нескольких. Анализ ДНК показал фрагменты генетического материала как минимум от 20 разных людей. Мы попытались сопоставить эти фрагменты с базой данных, и то, что мы обнаружили, заставило нас усомниться в собственном рассудке. Несколько фрагментов совпали с ДНК людей, которые погибли 7 апреля 2010 года на площади Ала-Тоо. Как кровь погибших могла оказаться в чернилах, которыми был написан этот список? Единственное логическое объяснение, которое мы смогли найти — кто-то собрал образцы крови с места трагедии и смешал их с чернилами, чтобы написать этот список. Но зачем? С какой целью? И кто мог это сделать? Политик, в чьем сейфе нашли список, к тому моменту уже был мертв и не мог ответить на эти вопросы. Но его вдова, когда ей показали результаты экспертизы, сказала нечто, что пролило свет на эту загадку. Мой муж в последние годы жизни часто говорил, что в ту ночь, когда они собрались в Белом доме после штурма, перед тем, как дать клятву на Коране, один из присутствующих принес небольшой флакон с темной жидкостью и сказал, что это кровь тех, кто погиб на площади, и что каждый, кто даст клятву, должен написать свое имя чернилами, смешанными с этой кровью, чтобы клятва была нерушимой. Мой муж сказал, что тогда это показалось ему странным ритуалом, но он не придал этому значения. Только много лет спустя, когда начали умирать те, кто нарушил клятву, он понял. Это был не просто ритуал. Это был договор, скрепленный кровью, и нарушение этого договора означало, что кровь потребует возмездия. И если эта история правдива, то получается, что список был не предсказанием, а приговором, вынесенным в момент заключения кровавого договора. Каждый, кто написал свое имя чернилами, смешанными с кровью погибших, фактически подписал собственный смертный приговор, который должен был быть приведен в исполнение, если клятва будет нарушена. Но кто был тот человек, который принес флакон с кровью? Кто организовал этот ритуал? Вдова умершего политика говорит, что ее муж не помнил лица того человека или, возможно, не хотел вспоминать. Но он говорил, что этот человек не был членом Временного правительства. Он был кем-то со стороны, кем-то, кто появился в ту ночь и исчез сразу после ритуала, и больше его никто никогда не видел. Кто он был? Представитель семей погибших, который хотел убедиться, что клятва будет сдержана? Или кто-то другой? Кто-то, кто знал о древних ритуалах и о том, как сделать клятву действительно нерушимой? Мы никогда не узнаем ответа на этот вопрос, потому что все, кто присутствовал в ту ночь, либо мертвы, либо молчат. Но сам факт существования этого списка, написанного чернилами с кровью погибших, меняет все наше понимание происходящего.
Это больше не просто история о коррупции и нарушенных обещаниях. Это история о договоре, который был заключен в момент величайшей трагедии. Договоре, который связал живых и мертвых узами, которые невозможно разорвать, не заплатив высшую цену. Список содержит 15 имен, и к 2026 году 11 из них уже вычеркнуты. Остаются 4. Их имена не разглашаются публично, потому что это может поставить под угрозу их безопасность. Но источники, близкие к расследованию, утверждают, все 4 — это люди, которые до сих пор занимают влиятельные позиции в обществе. Все 4 были частью того круга, который дал клятву на Коране 7 апреля 2010 года. И все 4, согласно датам в списке, должны были уйти из жизни до конца 2024 года. Но мы уже в 2026 году. Означает ли это, что список ошибся? Или время еще не пришло? Один из исследователей этого феномена предлагает другое объяснение. Возможно, даты в списке — это не точные сроки смерти, а скорее предупреждение. Последний шанс для тех, кто еще жив, исправить содеянное. Если они не сделают этого до указанной даты, механизм возмездия запустится автоматически. Но если они найдут в себе мужество публично признать свою вину, вернуть все незаконно полученное и принять наказание, возможно, они смогут избежать участи тех 11, кто уже ушел. Звучит как сказка? Возможно. Но факты говорят сами за себя. 11 человек умерли точно так, как было предсказано в списке, написанном чернилами с кровью погибших. Это уже не совпадение. Это закономерность, которую невозможно игнорировать. Что знают эти 4 о списке? Знают ли они, что их имена там есть? Боятся ли они? Пытаются ли они что-то сделать, чтобы изменить свою судьбу? Источники утверждают, что как минимум 2 из них знают о существовании списка и о том, что их имена в нем присутствуют. Один из них, согласно информации от его близких, в последние годы резко изменил свой образ жизни. Стал чаще посещать мечеть, начал жертвовать крупные суммы на благотворительность, пытается через посредников связаться с семьями погибших и предложить им помощь. Но все это делается тайно, без публичных заявлений, без признания вины. Почему? Потому что публичное признание означало бы конец его карьеры, потерю всего, что он накопил за эти годы, возможное уголовное преследование. Он пытается найти компромисс, искупить вину делами, но не словами. Но работает ли такой подход? Судя по тому, что 11 человек до него пытались сделать то же самое, и все они умерли, ответ очевиден — нет, не работает. Кровавый договор требует не тайных пожертвований, а публичной справедливости. Второй из тех 4, согласно свидетельствам, выбрал другой путь. Он отрицает существование списка, называет все это суеверием и совпадениями, продолжает жить так, как жил, демонстрируя свое богатство и влияние. Но те, кто видел его в последнее время, говорят, что за этой показной уверенностью скрывается страх. Он постоянно окружён охраной, избегает публичных мероприятий, где может быть большое скопление людей, и, по слухам, консультируется с различными целителями и экстрасенсами, пытаясь найти способ защититься от того, что, как он утверждает, не существует. О 2 других из оставшихся 4 известно меньше. Один из них, согласно информации, покинул страну несколько лет назад и сейчас живет за границей под вымышленным именем, пытаясь скрыться не только от возможного уголовного преследования, но и от чего-то другого, чего нельзя избежать, просто сменив место жительства. 4, по некоторым данным, серьезно болен, хотя официальной информации об этом нет. Его родственники отрицают любые проблемы со здоровьем, но источники в медицинских кругах утверждают, что он проходит лечение от тяжелого заболевания, которое развилось внезапно и прогрессирует, несмотря на все усилия врачей. Если это правда, то, возможно, мы уже наблюдаем начало того процесса, который описан в списке. Возможно, 12-е имя скоро будет вычеркнуто, а за ним последуют 13-е, 14-е и 15-е. Или кто-то из них найдет в себе мужество разорвать этот круг. Время покажет. Но одно можно сказать с уверенностью. История, которая началась 7 апреля 2010 года на площади, с залитой кровью невинных, еще не закончена.
Последняя глава этой истории будет написана тогда, когда последнее имя в списке будет вычеркнуто, или когда кто-то из оставшихся четверых найдет способ переписать свою судьбу, выбрав справедливость вместо страха, правду вместо молчания, искупление вместо отрицания. Когда мы говорим о предательстве, мы обычно представляем себе конкретного человека, который совершил конкретный поступок в конкретный момент времени. Но история, которая разворачивалась после революции 2010 года, показывает нам другой тип предательства. Системное, растянутое во времени, совершенное не одним человеком, а целой группой, которая действовала согласованно, прикрывая друг друга, создавая видимость законности там, где царила коррупция, и используя трагедию народа для личного обогащения. Кто был главным злодеем в этой истории? Можно ли вообще выделить одного человека и сказать «вот он, главный виновник всего, что произошло»? Или это была коллективная вина, распределенная между всеми, кто участвовал в нарушении клятвы? Архивные документы, свидетельства очевидцев и результаты независимых расследований рисуют картину, в которой действительно был один человек, который играл особую роль. Не лидера, не публичного лица, а того, кто действовал из тени, координируя действия других, создавая схемы обогащения, уничтожая компрометирующие документы и устраняя тех, кто мог помешать. Назовем его главным координатором, потому что его настоящее имя до сих пор остается предметом споров среди исследователей этой истории. Кем был этот человек? Согласно свидетельствам нескольких независимых источников, главный координатор не входил в официальный состав Временного правительства, но присутствовал на всех ключевых встречах, где принимались важные решения. Он был советником, консультантом, человеком, к мнению которого прислушивались даже те, кто формально занимал более высокие посты. Откуда он взялся? Некоторые утверждают, что он был связан со спецслужбами еще со времен дореволюции и использовал свои связи и знания для того, чтобы манипулировать новой властью. Другие говорят, что он был представителем теневых бизнес-структур, которые финансировали революцию в обмен на будущие привилегии. Третьи считают, что он был агентом влияния иностранных государств, которые были заинтересованы в дестабилизации региона. Но все сходятся в одном — этот человек обладал информацией, которая делала его неприкасаемым. Он знал все секреты, все схемы, все скелеты в шкафах каждого члена Временного правительства. И он использовал эту информацию не для того, чтобы разоблачить коррупцию, а для того, чтобы контролировать тех, кто в ней участвовал. Один из бывших членов аппарата Временного правительства, который согласился дать интервью на условиях полной анонимности, рассказывает: «Я видел этого человека несколько раз на закрытых совещаниях. Он никогда не выступал первым, всегда сидел в стороне, молча слушал, делал какие-то пометки в своем блокноте. Но когда обсуждение заходило в тупик, когда возникали разногласия, он вставал и говорил несколько фраз, после которых все замолкали и соглашались с его предложением. Я не понимал тогда, откуда у него такая власть. Только много лет спустя, когда я узнал о существовании компромата, который он собирал на каждого члена правительства, я понял. Его власть была основана на страхе. Он мог в любой момент уничтожить карьеру и жизнь любого из них, просто обнародовав информацию, которой владел. Поэтому они слушались его. Поэтому они выполняли его указания, даже когда понимали, что это приведет к нарушению клятвы, которую они дали на Коране. Этот человек был настоящим кукловодом, который дергал за ниточки, оставаясь в тени. И именно он, по моему мнению, несет главную ответственность за то, что произошло после революции. Но самое интересное в истории главного координатора — это его судьба. В отличие от тех 15 человек, чьи имена были в списке, его имени там не было. Почему? Одна из версий гласит, потому что он не давал клятву на Коране. Он не был официальным членом Временного правительства, поэтому формально не нарушал никаких обещаний. Но означает ли это, что он избежал расплаты? Источники утверждают, что нет. Главный координатор исчез в 2018 году при загадочных обстоятельствах. Официально он уехал за границу по личным делам и больше не вернулся. Но неофициальные источники рассказывают другую историю. Он был найден мертвым в гостиничном номере в одной из европейских столиц.
Причина смерти официально не разглашалась, но люди, близкие к расследованию, говорят, что это было самоубийство. Он оставил предсмертную записку, в которой написал, что больше не может жить с грузом того, что он сделал, что он видит их лица каждую ночь. Лица тех 87 человек, которые погибли на площади. И что он понимает, даже если его имени нет в списке, расплата все равно придет, потому что он был главным архитектором предательства. И его вина больше, чем вина тех, кто просто выполнял его указания. Правдива ли эта история? Трудно сказать. Официального подтверждения смерти главного координатора нет. Некоторые утверждают, что он жив и скрывается где-то под вымышленным именем. Другие говорят, что он действительно умер, но не от самоубийства, а был устранен теми, кто боялся, что он может заговорить и раскрыть все секреты. Третьи считают, что его смерть была инсценировкой, и он продолжает действовать из тени, контролируя тех, кто остался в живых из того круга. Именно он настоял на том, чтобы каждый написал свое имя этими чернилами. Зачем он это сделал? Свидетель говорит: «Я думаю, он хотел связать всех нас кровавым договором, чтобы никто не мог выйти из игры, не заплатив цену. Он создал систему взаимного страха и взаимной зависимости. Мы все стали заложниками этого ритуала. И когда начались смерти, когда стало ясно, что список работает, что предсказания сбываются, мы поняли. Он знал, что делает. Он знал о силе крови, о силе клятвы, о том, что нарушение такого договора приведет к неизбежной расплате. Но почему он сам не написал свое имя? Почему его имени нет в списке? Может быть, потому что он не собирался нарушать клятву? Или потому что он знал способ избежать расплаты? Или потому что он сам был инструментом той силы, которая требовала возмездия, и его роль заключалась не в том, чтобы участвовать в предательстве, а в том, чтобы обеспечить неизбежность наказания для тех, кто предаст. Мы никогда не узнаем полной правды о главном координаторе. Слишком много противоречивой информации, слишком много версий, слишком мало достоверных фактов. Но его фигура, реальная или мифическая, стала символом того, как предательство может быть организовано, систематизировано и превращено в механизм, который работает годами, разрушая жизни и судьбы. И если он действительно умер, то его смерть, возможно, была не концом истории, а лишь еще одним подтверждением того, что никто не может избежать расплаты за нарушение священного договора, даже если его имя не записано в списке, составленном чернилами с кровью невинных. Прошло 16 лет с того дня, когда на площади Ала-Тоа пролилась кровь 87 человек. И с того момента, когда группа политиков, пришедших к власти на волне народного гнева, дала клятву на Коране служить справедливости и не использовать трагедию для личной выгоды. Что изменилось за эти годы? Страна пережила еще несколько политических кризисов, еще несколько смен власти, еще несколько попыток построить справедливое общество. Но тень событий 2010 года продолжает висеть над Кыргызстаном, напоминая о том, что некоторые раны не заживают, некоторые долги не прощаются, некоторые клятвы не забываются. Из 15 человек, чьи имена были в том загадочном списке, 11 уже ушли из жизни. 4 остаются.
Их имена не называются публично, но каждый в стране знает или догадывается, кто они. Эти люди продолжают жить, продолжают занимать влиятельные позиции, продолжают пользоваться богатством, источник которого остается под вопросом. Но живут ли они спокойно? Судя по свидетельствам тех, кто их знает, ответ — нет. Один из журналистов, который много лет занимается расследованием событий после революции 2010 года, рассказывает. «Я встречался с 2 из тех 4, кто остался в живых. Оба разговора были короткими и напряженными. Знают ли они о том, что кровь, пролитая на площади Ала-Тоо, может требовать возмездия не только от тех, кто непосредственно нарушил клятву, но и от их потомков? В кыргызской традиции существует понятие «жетиата» — 7 поколений. Считается, что грехи предков могут влиять на судьбу потомков до 7-го колена. Если это правда, то дети и внуки тех, кто предал клятву, могут нести на себе бремя вины своих отцов и дедов. Некоторые из них, согласно информации от источников, близких к этим семьям, уже начинают ощущать это бремя. Один из внуков умершего политика, молодой человек 25 лет, который вырос в роскоши и никогда не знал нужды, недавно публично отказался от наследства своего деда и уехал из страны, заявив, что не хочет жить на деньги, которые были получены через предательство. Другой сын одного из членов Временного правительства начал активно заниматься благотворительностью, жертвуя большие суммы на помощь семьям погибших во время революции, пытаясь таким образом искупить вину своего отца. Третий, по слухам, обратился к религиозным лидерам с вопросом, может ли он, не будучи виновным в грехах своего отца, сделать что-то, чтобы освободить свою семью от проклятия. Ответ, который он получил, был неутешительным. Единственный способ снять проклятие — это публично признать вину предков, вернуть все незаконно полученное имущество и принять любое наказание, которое определит общество. Готовы ли потомки на такой шаг? Пока нет. Но, возможно, когда-нибудь кто-то из них найдет в себе мужество разорвать этот круг. Что случилось со страной за эти 16 лет? Кыргызстан продолжает бороться с коррупцией, с бедностью, с политической нестабильностью. Память о событиях 7 апреля 2010 года постепенно стирается из общественного сознания, особенно среди молодого поколения, которое не помнит тех дней. Но для семей погибших эта память остается живой и болезненной. Каждый год 7 апреля они собираются на площади Ала-Тоо, чтобы почтить память своих близких, чтобы напомнить обществу о том, что справедливость так и не восторжествовала, что виновные не были наказаны, что клятва, данная на их крови, была нарушена. Эти люди не верят в мистику и проклятие. Они верят в закон и справедливость. Но когда закон не работает, когда справедливость недостижима через официальные институты, остается только надежда на то, что существует другая справедливость. Высшая, неумолимая, которая рано или поздно настигнет каждого, кто совершил зло. И когда они слышат о том, что один за другим умирают те, кто предал их близких, они не радуются этим смертям, но они видят в них подтверждение того, что справедливость существует, даже если она приходит не через суды и законы. Один из отцов, чей сын погиб на площади Ала-Тоо 7 апреля 2010 года, говорит: «Я не верю в проклятие. Я верю в Бога и в то, что каждый человек ответит за свои поступки перед Всевышним.
Но когда я вижу, как один за другим уходят те, кто использовал смерть моего сына для своего обогащения, я не могу не думать. Может быть, справедливость действительно существует? Может быть, она просто работает медленнее, чем нам хотелось бы. Но она работает. Мой сын не вернется. Ничто не вернет мне те годы, которые я мог бы провести с ним. Но если его смерть и смерть других ребят хотя бы заставит будущих политиков дважды подумать, прежде чем давать клятвы, которые они не собираются выполнять, то, может быть, их жертва была не напрасной. Эти слова отражают чувства многих семей погибших. Они не ищут мести. Они ищут смысл в трагедии, которая разрушила их жизни. И если история о проклятии и расплате помогает им найти этот смысл, то кто мы такие, чтобы говорить им, что это всего лишь совпадение? Но остается главный вопрос, на который нет однозначного ответа. Что на самом деле происходило все эти годы? Была ли это действительно мистическая расплата, механизм возмездия, запущенный нарушением священной клятвы, данной на крови невинных? Или это была серия трагических совпадений, которые наше сознание, склонное искать закономерности и смысл даже там, где их нет, превратило в историю о проклятии? Скептики скажут, конечно, это совпадение. Люди умирают каждый день, особенно люди в возрасте, особенно люди, которые живут в постоянном стрессе, связанном с политической деятельностью. Инфаркты, инсульты, рак — это обычная причина смерти. И нет ничего удивительного в том, что несколько политиков умерли от этих болезней в течение 15 лет. Список с предсказаниями? Возможно, это фальшивка, созданная кем-то, кто хотел придать мистический ореол обычным событиям. Чернила с кровью? Возможно, это ошибка экспертизы или намеренная фальсификация. Свидетельства охранников, врачей, родственников о странных симптомах и видениях перед смертью? Возможно, это преувеличение или искажение, которое возникает, когда люди пытаются найти объяснение необъяснимому. Но даже самые убежденные скептики не могут игнорировать некоторые факты, которые выходят за рамки простых совпадений. 11 человек из 15 умерли в сроки, указанные в списке, с точностью до месяца. Статистическая вероятность такого совпадения ничтожно мала. Все они умерли после того, как достигли пика своего материального благополучия, в момент, когда, казалось бы, у них было все для счастливой жизни. Почти все они в последние месяцы жизни демонстрировали одни и те же симптомы: бессонницу, панические атаки, страх перед чем-то невидимым, попытки искупить вину через благотворительность или обращение к религиозным лидерам. Это не похоже на обычную картину смертности среди политиков. Это похоже на закономерность, которую трудно объяснить с точки зрения обычной медицины или психологии. Может быть, правда лежит где-то посередине? Может быть, не было никакого мистического проклятия в буквальном смысле, но было нечто другое — психологический механизм, который запускается, когда человек нарушает глубоко укорененные культурные и религиозные нормы. Когда человек дает священную клятву в момент великой трагедии, а затем нарушает эту клятву, его сознание не может просто забыть об этом. Особенно если этот человек вырос в культуре, где понятия «ант», «каргаш», «уят» имеют огромное значение. Чувство вины накапливается, становится невыносимым, начинает разрушать психику, а через психику — и тело. Это не магия. Это психосоматика. Но результат тот же. Человек умирает не от внешней причины, а от внутреннего конфликта, который он не может разрешить. Возможно, именно это и произошло с теми 11. Возможно, они умерли не потому, что на них было наложено проклятие, а потому что они сами себя прокляли, нарушив клятву, которую считали священной. Их собственное сознание стало их палачом. Их собственная вера в неизбежность расплаты превратилась в самоисполняющееся пророчество. Они ждали наказания, и их тела дали им это наказание. Звучит более рационально? Возможно. Но меняет ли это суть происходящего? Нет. Потому что независимо от того, была ли расплата мистической или психологической, она была реальной. 11 человек мертвы. 4 остаются. И если механизм, который привел к смерти первых 11, продолжает работать, то судьба оставшихся 4 предрешена.
если только они не найдут способ разорвать этот круг. Как разорвать этот круг? Ответ, который дают и религиозные лидеры, и психологи, и те немногие, кто пережил подобный опыт, один и тот же. Через публичное признание вины, через возвращение незаконно полученного, через принятие ответственности за свои поступки. Только тогда, когда человек перестает убегать от правды, когда он смотрит в лицо своему греху и принимает последствия, только тогда груз вины может быть снят. Только тогда механизм саморазрушения может быть остановлен. Но готовы ли оставшиеся 4 на такой шаг? История показывает, что нет, потому что этот шаг означает потерю всего, ради чего они предали свою клятву. И большинство людей предпочитают жить с виной, чем потерять богатство и власть. Даже если эта вина медленно убивает их изнутри. Так что же мы можем сказать в конце этой истории? Что мы узнали? Мы узнали, что в Кыргызстане, как и во многих других странах, революции часто заканчиваются предательством тех, кто приходит к власти на волне народного гнева. Мы узнали, что клятвы, данные в момент трагедии, часто нарушаются, когда приходит время выбирать между честью и выгодой. Мы узнали, что справедливость не всегда достижима через официальные институты, и тогда люди начинают искать ее в других формах — в вере, в мистике, в надежде на высшую силу, которая накажет виновных. Мы узнали, что некоторые долги не прощаются, некоторые раны не заживают, некоторые тени не исчезают, даже если проходят годы и десятилетия. И мы узнали, что история о проклятии 7 апреля — это не просто история о мистике и совпадениях. Это история о том, как нарушение священных обещаний может разрушить не только жизнь отдельных людей, но и доверие общества к власти, веру в справедливость, надежду на лучшее будущее. Это история предупреждения для всех, кто когда-либо окажется у власти. Некоторые обещания нельзя нарушать безнаказанно, особенно обещания, данные на крови невинных. 4 остаются. Их имена известны, но не называются публично. Их судьба, согласно списку, должна была решиться до конца 2024 года. Мы уже в 2026-м. Означает ли это, что список ошибся? Или время еще не пришло? Или, может быть, кто-то из них нашел способ изменить свою судьбу? Мы не знаем. Мы можем только наблюдать и ждать. Ждать, когда последняя глава этой истории будет написана. Ждать, когда последнее имя в списке будет вычеркнуто. Или когда кто-то из оставшихся 4 найдет в себе мужество публично признать свою вину и разорвать этот круг. До тех пор история остается незавершенной. До тех пор тень событий 7 апреля 2010 года продолжает висеть над страной. До тех пор вопрос остается открытым. Существует ли действительно справедливость, которая настигает каждого, кто совершил зло? Или это всего лишь наша надежда, наша вера, наша попытка найти смысл в хаосе и трагедии? Может быть, правда в том, что мы никогда не узнаем полного ответа на этот вопрос. Может быть, некоторые тайны должны оставаться тайнами. Может быть, некоторые истории не имеют однозначного финала. Но одно можно сказать с уверенностью. История о проклятии 7 апреля будет жить в памяти народа еще долгие годы. Она будет передаваться из поколения в поколение, обрастая новыми деталями, новыми интерпретациями, новыми смыслами. Она станет частью национальной мифологии, уроком для будущих поколений, напоминанием о том, что некоторые поступки имеют последствия, которые выходят за рамки обычного человеческого понимания. И, может быть, именно в этом и заключается истинный смысл этой истории. Не в том, чтобы доказать существование мистических сил или опровергнуть их, а в том, чтобы напомнить нам всем о важности чести, о ценности данного слова, о том, что некоторые обещания священны, и нарушение их может стоить не только репутации или карьеры, но и чего-то гораздо большего — душевного покоя, внутренней гармонии, возможности жить с чистой совестью. Уважаемые зрители, если вы досмотрели эту трагическую историю до конца, напишите в комментариях, из какого вы города. Нам важно знать, где болото Шера и события 7 апреля 2010 года все еще помнят. И подпишитесь на канал, чтобы не пропустить правду об идолах истории.